Развитие сообщества успешных женщин, каждая из которых готова участвовать в решении значимых социально-экономических задач. Главная миссия образовательной программы «Женщина-лидер». Программа реализуется мастерской управления «Сенеж» на базе платформы «Россия. Страна возможностей». В марафоне приняли участие и женщины из Абхазии. Несколько месяцев длилось обучение и велась работа над проектами. Это действительно первый международный проект, который объединил большое количество стран, в которых есть и проживают граждане Российской Федерации. Из Абхазии у нас было 3 участников. Каждый из нас выбрал приоритет в соответствии со своей профессиональной направленностью. 23 обучающие недели в онлайн-режиме. Завершающий модуль был в офлайне. Отличные, великолепные спикеры, профессионалы своего дела. Еженедельно мы участвовали в открытых вебинарах, мастер-классах, выполняем определенные задания. То есть очень хорошая, стимулирующая среда, которая позволяет женщине-лидеру стать сильнее. Итогом программы стали 25 проектов. К 2024 году они должны быть реализованы и представлены на Евразийском женском форуме. Наш проект, который называется «Волонтеры инклюзии Содружества равных», он предполагает активное решение социальных задач. Какие? Например, проблемы лиц с ограниченными возможностями здоровья. Наш проект объединил Абхазию, Белоруссию и Россию. Это одна проблема для нас, для всех. У нас, как у людей, одна проблема. И поэтому, к примеру, в нашу программу входит замминистра Забайкальского края, замминистра образования, декан дефектологического факультета Дагестанского госуниверситета, те люди, которые действительно знают эту проблему изнутри и хотят не просто научно обосновать, а социально приемлемые какие-то вещи вести. То есть реализовать это на практике, чтобы мы были нужны обществу. Еще одним интересным проектом стал проект «Напрямую». Его цель – поддержка российских соотечественников, проживающих за рубежом. Из 7 человек 6 человек проживают за рубежом. Это Армения, это Абхазия, это Болгария, это Индия, это Монголия. У нас родилась идея, потому что мы как соотечественники сталкиваемся именно с проблемами, когда государство и соотечественники не могут найти какого-то общего решения. Мы решили предложить государству один из способов взаимодействия народа и соотечественников. То есть предложили сделать такой проект. Это площадка, которая в режиме реального времени, где можно будет и самим соотечественникам, и также не только озвучить свои проблемы, но и найти решения. Мы приглашаем на эту площадку профильных экспертов из государственных органов. В третьем проекте приняла участие еще одна женщина из Абхазии – Асида Тарба. Проект называется «Традиции без границ». Его цель – сохранение культуры и традиционности в современном мире. Все разработанные социальные проекты направлены на сохранение здоровья, образования, воспитания и поддержку молодежи. Всего выпускницами марафона «Женщина-лидер» стали более 170 участниц. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.